Кандидат на должность главы Коми, депутат Госдумы от КПРФ Андрей Андреев опроверг авторство своей коллеги по парламенту на законопроект о детях войны, пишет информационное агентство БНКоми. Документ может ввести дополнительные меры социальной поддержки граждан, родившихся в период с 22 июня 1928 года по 3 сентября 1945. В Коми под новую льготную категорию попадает 55 тысяч человек. Андрей Андреев сделал обещание по детям войны частью своей предвыборной программы и представил себя как одного из авторов, хотя ранее именно фракция КПРФ отозвала законопроект, который активно продвигала депутат от Коми Тамара Кузьминых. Сегодня она была гостем нашей студии и рассказала, когда же будет принят закон о детях войны. Тамара Гавриловна, рада приветствовать вас в нашей студии. Все-таки главный вопрос, все-таки кто автор закона? А вы знаете, здесь не нужно этой вот мелочи. Авторов закона есть всего 10 законопроектов внесено в Думу. И мой 11-й не внесен. Но он уже, значит, побывал в правительстве, получил отзыв, и я его пока не вношу. Тамара Гавриловна, да. Так все-таки этот законопроект был частью вашей предвыборной программы? Все-таки всем известно, что этой категории на федеральном уровне в качестве законопроекта именно вы... Естественно, это все знали, и мы писали и в Кремль, и кругом. Мы же не держали эту идею вот где-то там. Широко печатали в телевидении, и в газетах, и везде публиковали, что да, мы готовы вот это... участвовать в этом движении. Сегодня мы знаем, что те, кто попадает, кто может приобрести эти льготы, уже благодарят и пишут благодарственные письма президенту Путину. И вот, то есть люди сидят и ждут, когда этот закон появится. Что ждут, это понятно, но то, что он не принят еще Путиным, это тоже понятно. И правительство пока что не одобрило ни одного этого законопроекта. Ну, все-таки ваши прогнозы, когда же он будет одобрен, этот законопроект? Вы знаете, что делать прогнозы в этих очень неблагодарственное дело, но и мне кажется, что все-таки к 70-летию Победы что-то будет сдвинуто. Независимо от партийной принадлежности, кто бы ни вносил закон, я обязательно буду его поддерживать. И так получилось, что все коммунисты, и в том числе одна Кузьминых от фракции «Единая Россия». Хотя я не член партии, но я член фракции. И мне спрашивают на комитете: вы действительно поддерживаете этот закон? Я говорю, я любой закон буду поддерживать, независимо, какая партия его будет вносить, лишь бы это дело, потому что это дело касается пенсионеров. Вы знаете, я думаю так, если нельзя идти прямо, вот не принимают эти законопроекты, не пройдут они в Госдуме сейчас, я подумала, что, может быть, надо тогда идти другим путем. И я сейчас готовлю такой законопроект, что в эту, ну, во-первых, определить, кто был дети войны в категорию те, кому по окончании войны не исполнилось 18 лет. Все, никаких месяцев, никаких дат. Раз человеку не исполнится 18, он уже призывался, он воевал, там уже другие были. Их убивали, и страховали, и все. А вот, значит, был ребенок. И дальше, значит, это вот категория кого считать. Дальше моральная поддержка. Всем дать удостоверение участник вот такой-то категории дети войны. Это моральная поддержка, она бы многих устроила, даже без материальной. Ну а материальная, конечно, вот там начинается во всех законах разное. Вот без очереди там в поликлиниках принимать, еще чего-то. Ну все льготы ветеранов соберут, и это не закон. И не надо тут Андрееву вот торговаться, вот он там такой-то, вот остальные все вот не такие вот. Каждый сделает все на своем месте хорош. Спасибо, Тамара Гавриловна, за развернутый ответ. Я напомню, у нас в гостях была Тамара Кузьминых, депутат Госдумы от Республики Коми.